Проводить Амира Зарипова в последний путь собрались десятки людей, родственники, близкие, друзья. В селе Большие Ковали его знали все. Добрый и всегда готовый прийти на помощь, он уважал старших и помогал младшим. Даже починить велосипед местная детвора бежала к нему. В день трагедии его мама, учитель 175-й гимназии Алина Зарипова, вела урок татарского языка у 9 классов. Когда прогремел взрыв, закрыла класс и пыталась успокоить своих учеников. И понимала, что в соседнем классе прямо сейчас может быть убит ее сын. Он был очень послушным. Каждое мое слово будто впитывал в себя. Я от учителей слышала о нем только хорошее. Спасибо ему за все. А мы сидели в классе, под партами, закрыв все двери. Я пыталась успокоить учеников. Говорила, что все будет хорошо. Никому не открывали, хотя в нашу дверь тоже стучались. Амира похоронили на кладбище в селе Большие Ковали. Он очень любил приезжать сюда, особенно на летние каникулы. Приезжал и на майские праздники. Первым делом побежал на кладбище и убрался на могиле любимого деда. А через 10 дней его самого похоронили у изголовья той самой могилы. Он был таким послушным, всегда бежал помочь. Он так любил своих родителей. Даже пост держал. В последний раз сказал: скоро каникулы, я обязательно приеду. Таких детей редко встретишь. Он был таким чистоплотным, аккуратным, приветливым. Помогал нам даже с детьми нянчиться. Пусть земля ему будет пухом. Я маме звоню, у нее занято, братишка недоступен. Я собралась и быстро выехала. И там вообще ничего не известно было. Мы еще часа 4 ждали, хотя уже было все понятно, кто умер. Часа 4 мы просто сидели и ждали вот результатов. Потом повезли на опознание. Амир Зарипов мечтал стать программистом, увлекался техникой. В священный для мусульман месяц Рамазан держал пост. В августе Амиру должно было исполниться 15. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Высокогорский район.